Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сейчас я вас повезу в деревню Амирова и Таллык. Это деревня Халикеева. Вот сколько снега тоже. Как светится солнышко. Конечно, на дороге гололед тоже есть. Это мечеть наш мусульманский. Вот светится немножко на дороге, это гололед. В деревне никого не видать, на улице холодно, поэтому, наверное, все сидят дома. Кто-то на работе. И машин нет. Одно-две машины видно. Как ярко светит солнышко. Я сегодня еле завела свою ласточку-коленочку. У меня замерз аккумулятор, я поменяла и поехала. Ой, как солнышко светит. И заметно, что тепло. Через стеклышко прямо тепло отдает. Но машина у меня тоже очень теплая. Вон дорога блестит. Benim kotarlarım sizin bilen de isenleşip gideyim dep oyluyum. Yangi yıllar bilen sizge esenlik, sağlık, yan tanışlığı dileyim. Tokarça roliklar snimat etkenim yok. İkinci kanalımda snimat etirge oyluyum dep turam, но nişiktir vakit jetmey. Кышкыны вакыт жетер деп ойлаған едім. Но все равно вакыт жетмей. Мынандай инде матур табиғат бізде. Вот какая красота. Кто не понимает, не обижайтесь, пожалуйста, что я немножко говорила с татарами. Я сама татарка, вы знаете. Я очень хорошо разговариваю на своем родном, на татарском языке. Я люблю свой народ, я люблю свой язык. Мне нравится и горжусь. Среди моих подписчиков и зрителей много татар, поэтому они спрашивают, чтобы я с ними поговорила хоть немножко, да, на татарском языке. Да, кому-то не с кем на татарском языке поговорить, и поэтому они очень скучают. Куда бы мы ни поехали, где мы бы ни находились, мы везде разговариваем на русском языке. Знаем ли мы, не знаем ли. Есть, конечно, очень хорошо владеют русским языком. Есть, конечно, и такие ломают язык на русском языке, как я, мои хорошие. Я тоже не очень-то хорошо знаю. Но для меня это, думаю, хватит. Я все понимаю. Если что-то не понимаю, мне объясняют. Что я тупая, что я ничего не понимаю, что ничего не разбираюсь, что очень плохо владею. Ну, что ж поделаешь, мои хорошие, что я плохо веду канал. Веду канал как смогу. Мне все-таки скоро 63 года.
Посмотрим, кто надо мной смеется. Когда им будет 63 года, какими будут они. Я не обижаюсь. Бог им судья. Ничего, люди разные бывают. Ну, я не жалуюсь, что я плохо знаю русский язык. Хотя мой муж был русским, православным. Почему-то я все равно не научилась хорошо разговаривать на русском языке. Ну ладно, что ж поделаешь, ничего не поделаешь. У меня очень много знакомых, очень много у меня подписчиков. Среди них и татары, и башкиры есть, и русские, и марийцы, и украинцы, и немцы, и казахи, и все-все. Еще дальше всех не назовешь. Я люблю всех вас. Я никого не обсуждаю. Я вас всех люблю. Скоро у нас Амирова. Он немножко метет. Наверное, будет буран. Сегодня ночью был 40, минус 40. Интернет показывал от 40 до 45. Но у нас был 40, наверное. На северных районах даже 45-46, наверное. Мороз. Дедушка Мороз. Это деревня Амирова. Деревня, конечно, большая, но пустых домов очень много. Здесь дешевые дома. Хотя отопление газовое, но дома дешевые. Может, кому-то нужен дом, может, кто-то хочет куда-то уехать. Есть даже такие дома от 300, от 500. Ну и выше. Ну, смотря какой дом. Все дома с сараями. Баня у всех. На улице колонка. Кто-то скважину бурит. Кто как. Можно держать скотину. Но здесь не хватает доярки. Спутники, доярки, потому что все уже постарели. Молодежь все в город уезжают. Ну и тут и молодежи почти нету. Есть, но их мало. Колхоз имени Матросов. Есть школа, есть садик. Магазины, все тут есть. Есть медпункт. Я об этом говорю, потому что кто-то, может, дом ищет, кто-то место жительства хочет поменять.
трактор. 14 километров, по-моему. Я точно не измеряла. Где-то так. Я живу в райцентре, в селе Стерлибашево. Я заехала за закваской к сестре в деревне Амирове. Вот у них дом. Все как красиво, ухожено, убрано. Вот такой светильник делает Ильвина, внучка сестры Гульсум. Цветы у нее растут. Очень цветы любят. Живут современно. Картинки вот такие любят. Это не картинки, а ковры. Природа. А вот моя сестра. И sen misiniz? Гульсум апа. Ая. Недавно приехали мы сюда на юбилей. Ей 70 лет. Ая. Очень трудолюбивая. Ая. Вот у них везде убрано, красиво. Когда успевает, не знаю. Сейчас покажу ее мужа. Здесь кухня. Мы сейчас только что покушали. Она сварила суп, мясо вкусное. Я приехала за закваской. Она очень много делала. И я узнала, приехала. У меня закваска кончилась. Сама пока не делала. А вот Езней. Салам, Езней. Халларың нишек? Халларың нишек, Езней? Что? Халларың нишек, Тим? Айбат? Айбат ма? Айбат. Молодец. Сколько лет ему? 82. 82 года ему. Живут много-много лет. Детей тоже у них много. Живут дружно. А вот благодарственные письма. Вот Гульсум апага недавно дали благодарственное письмо. Вот это администрации. Помните, я как раз показывала вам День татарской культуры. Она тоже участвовала. И дали вот такое благодарственное письмо. Диплом победителя в номинации «Семья. Хранитель традиций». Династия Сагаддиновых. По мужу она Сагаддинова. Это тоже благодарственное письмо администрации сельского поселения Халикийский сельсовет муниципального района, Стерлибарский район, Республики Башкортостан. Объявляет благодарность семье Нафиковой Гульсум Муллахметьевне за участие в районном конкурсе фестиваля Матур Гайля Иль-Кото, посвященный году семьи. Вот такая она у нас, Гульсум апа. Она мне двоюродная сестра. У нас мамы родные. Вот куда я приехала. Вот такая красота у них. Очень уважаемые люди в селе. Очень трудолюбивые. Дома всегда порядок. Во дворе тоже всегда убрано. Скотину большую не держат, потому что уже муж ее давно болеет. Но все равно Гульсум апага помогает. Живут дружно. Много гусей, бройлеров и уток держат. Недавно ей исполнилось 70 лет. А не дашь ей 70 лет. Такая шустрая, чистюля, всегда улыбается. Вот какие у меня родственники. Вот сестра моя, Сонечка, ждет меня. Привет, приветлер, привет. И sen misiniz, kadirli dostlar, tanışlar.
Телефонашабыз да танышбыз. Мы знакомые через телефон только, а так никак. Да. С Новым годом вас всех. Ну, здоровье самое главное. Новой Да. жизни, не болейте. Ага. Мы хорошо проводили. 31-го встретили, 1-го провожали у сына. Хорошо получилось. С семьей. Да. Тебя сыновья забирали, да? Да, Ришат Ага. забрал 31-го и 1-го внук забрал. Мгм. 2 дня у них Амирова была. Ага. Дома ничего не было. Внук хирург приехал, да? Хирург приехал, он Ага. меня забрал. Ага. 10:30 ночью привез, сам С уехал. гостинцами приехал. И Гостин- мне оставил. Спасибо Ага, большое. гостинцем Я его приехал. давно не вижу, никак не получается с ним встречаться. Я уже... Дежурство, дежурный. Да, Приехал на 2-3 часа и сразу уехал, меня бросил сюда, привез домой и уехал обратно дежурство. Что ты мне приготовила? Это каша варила пшеничной. Пшеничная каша с Понравилось. изюмом. Это тефтили. Тефтили сделала. Это корта. Колбаса. Корта от Корта лошадиной. я не знаю даже, как Купила я. на русский язык переводится. Ну, лошадиной. Ага, ну вкусное Козлик. что-то. Козлик какой-то. Мгм. Не козлок, это что-то другое. Ну, да, кишка какая-то Ага. там. Ага. Это помидоры так понравилось. Вот мне, сейчас кисленькие, вкусные. Закваску у сестры Гульсем я взяла. Половину Ну, я отолью сестре. Завтра попробую. Ага, я сама буду варить Мне тоже. мука есть хмель. сейчас нужно. Ага. У меня уже мальчики спрашивают, у меня закваска закончилась. Мука. А мальчики есть. домашний хлеб спрашивают. Конечно, вкусный. Домашний другой. Да. Да. Такие дела. Ага. У сестры, как всегда, дома порядок, чистота, уют. Цветы всегда у нее цветут. Вот какая красота. Герань цветет у нее, а у меня не цветет. Вот это, по-моему, календула. Это, не помню, азалия, не азалия, не знаю. Угу. А это женское счастье. Тоже. У меня что-то женское счастье тоже 2 раза цвела. плохо растет. Этим году. А, Недавно ага. получилось. Вот это еще-то плохо цветет. это как азалия? А черт ты знает, не знаю даже. Я забыла тоже. Не знаю я. Я не запоминаю. Ну, тоже хорошо. Угу, я сейчас посмотрела. Цветет хорошо. Да. Красиво. Это Наша- Минзаля, молоденькая. Наша Машенька. Да, наша Маша. Күндіз еремді көріп шығамын. Мгм. Родители. Это сестра с мужем. Красиво у тебя, уютно. Ну, маленький дом. Для деревенской жизни шикарно. Что Как мне- маленький, что мне маленький. делать? Условия все есть. Агава есть у нее. Все есть. Вот агава она есть. поменяла в прошлом году. Все есть. Все. Газовую плиту со временем хочет поменять. Ну, надо потихоньку. Мгм. Это плохо. Все есть. Морозильник, холодильник, у нее все есть. Телевизор смотреть. Надо- Здоровье надо, самое надо главное. секурит алып қайтқан бәлері. Сикори. Это Ага. тебе внук привез. Внук привез. Вот пей цикорий, кофе не пей. Пашка чай, такой чай, вот такой это. И кофе такой бутылочка. М, Шумада тоже привез. Молодец. И теплые носки одна. Пару. Пару Ага. носки одна. Молодец. Ладно. И всем, мои хорошие, всем здоровья, Вот так, удачи, сразу это я ем. семейного благополучия. Самое главное. Самое главное. Не болит. Угу. На тот год, Новый год, дай Бог здоровья. Да. Встречать, провожать. Ага. Сначала провожаем, но Старый год, Старый Новый потом год встречаем. встречать. Да, Ага. дай Бог. Дай Бог. Все наладится в стране,
все нормализуется. Переживаем. Все дети пускай вернутся домой живыми, Дай здоровыми. Бог, дай Бог, дай Бог. Ну ладно, мои хорошие. Мгм. Всем пока-пока. До следующих Пока-пока-пока. встреч. Пока. В лесу родилась